Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема звучит так. Что ждет вашего мужчину в самое ближайшее время? Загадайте, пожалуйста, на него, на себя тоже, пожалуйста, загадайте. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что-то у вас тут оппозиция по отношению друг к другу. Не ладятся у вас отношения, да? Не ладится, не клеится. Вы очень за него переживаете. Вот он как-то за себя совершенно не переживает. Либо делает вид, что он не переживает, а вы за него очень переживаете. Сейчас между вами либо какая-то дистанция, либо какое-то недопонимание. Вот как отдалились физически, ментально отдалились. Да, у каждого по-своему отыграется. Мужчина занял какую-то принципиальную позицию. А вы до последнего пытались помочь, сохранить, уберечь, подсказать. Да, а он такой: все, не хочу слушать, ничего не знаю. У кого-то вообще отыграется, что мужчина на 3 замка от вас закрылся. Закрылся и не общается, и не выходит на контакт. Там отнекивается, либо просто мычит в ответ. Вот что-то спрашиваете, что-то говорите, а он там бурчит, мучит и уходит. Отворачивается, уходит. Значит, девочки, ваши все эти переживания, они не на пустом месте. Вы, интуиция, понимаете, ваша интуиция вам прям во все колокола звонит по поводу этого мужчины, что вот с ним что-то происходит. Либо ему, возможно, даже что-то угрожает, так как над головой там тучи у него собрались. Вам очень хочется его спасти и уберечь. Очень благое намерение у вас. Но, к сожалению, он глухой. Он глухой. В данный период времени он глухой идет. Здесь мужчина либо в плену каких-то заблуждений, либо в плену каких-то влияний. Да, у одних отыграется, что он слишком самоуверенный тип личности, а у других отыграется, что кто-то, какая-то женщина, какие-то, может быть, там, не знаю, друзья, кто-то на него очень сильно влияет и просто затуманивает ему голову. Мужчине по судьбе упасть и больно удариться. У кого-то прям дословно отыграется, что он упадет и больно ударится. А у кого-то, в переносном смысле, да, где-то вот он попадет в неприятность. Неспроста вы зашли на эту отсыпку, да, вас интуиция привела. То есть ваши страхи относительно этого мужчины частично оправдаются. То есть какая-то неприятность с ним произойдет. Неприятность ему это по судьбе, за его вот этот противный характер, за его несговорчивость. Здесь как судьба его проучит, понимаете? Проучит, чтобы он был поумнее, чтобы он был попрозорливее, чтобы он слушал правильных людей, да, людей, которые его любят, таких как вы, а не всяких там, дураков, дурочек, которые не пойми чего хотят, да, и с очень какими-то корыстными мотивами. Значит, девочка, неприятность ждет вашего мужчину, неприятность эту он переживет, знаете, как выберется. Вы, скорее всего, об этом узнаете последнее. Ему будет стыдно вам признаться в том, что он попал в эту неприятность. Либо вы его предупреждали, а он там типа отмахнулся. А как он к вам придет, что он вам скажет? Извини, ты была права, да? Типа я сам виноват, не послушался тебя. Нет, у него гордость, она ему не позволит это сделать. Кстати, у кого-то мужчина вообще не свободный, да? Вот смотрите на несвободного мужчину. Но там он просто, знаете, как на поводке сидит, там в семье у той женщины под каблуком на поводке сидит. И он этого не замечает, он этого не видит.
как это есть иллюзия, да, картинка типа счастливой жизни, но эта жизнь абсолютно несчастливая. Это жизнь такой одинокого человека, одиночки. Вот он этого не понимает, он этого не видит, но ощущает, да. Смотрите, девочки, после этой неприятности он из нее выберется, причем выберется сам. Вы об этом узнаете либо уже когда все случится, либо уже как пройдет время, да, он выберется из этих всех переделок, он придет к вам. Смотрите, как он идет в сердце, он идет к вам. Вы к этому времени, вообще от него отвернетесь. Как-то, знаете, разобидитесь на него, так и скажете: ну что ты мне голову морочишь, да, ну зачем ты так со мной поступаешь? Если ты не хочешь общаться, и не надо. Я напрашиваться, навязываться не стану. Как-то вы от него отвернетесь, даже, возможно, у кого-то отыграется, что вы с кем-то другим начнете общаться. Может быть, не любовное, да, общение, может быть, просто дружеское, да, какого-то человечка найдете. Может быть, с подругой будете время проводить, а может быть, как кавалерчик у вас появится. И вот он, ваш мужчина, идет к вам с протянутыми руками. В руках у него явно что-то есть, либо какой-то подарок, либо цветы. Вот он идет к вам с такими словами: родная, дорогая, вот прости, был виноват, начудил, попал в беду, выбрался. Вот если бы тебя слушался, если бы к тебе прислушивался, я знаю, ничего бы плохого со мной не было. И у нас бы с тобой все было замечательно, все было хорошо. Знаете, он у вас еще прощения будет просить, он еще вас будет уговаривать, чтобы вы к нему повернулись, чтобы вы назад к нему вернулись. А у вас действительно какой-то выбор будет. Смотрите, у одних выбор такой: возвращаться, либо общаться с новым человеком. Но у других, опять же, да, возвращаться, либо, в принципе, да, идти дальше своей дорогой. Девчонки, вижу, что чувства есть. Чувства есть, вот что бы вы там ни говорили, сами себе, там, знакомым, я вижу, что вы его любите. И он тоже очень сильно любит вас. Встреча у вас необычная, вы не просто так встретились. У одних, это судьба. Судьба была встретиться, сойтись, полюбить друг друга. А у других это ваше предназначение. То есть вы звездами друг другу предназначены. Опять же, это общая отсыпка. Кому-то прям судьба быть вместе, вот прям жить одной жизнью на двоих, добиться этого счастья на двоих, потому что непростые у вас тут взаимоотношения, и помех я вижу очень много. А у других это как возможность, да, обрести свое счастье с друг другом. У мужчины, кстати, за спиной кирка большая. То есть это какая-то работа, это какое-то дело. Очень важное, очень ответственное. И знаете, как хорошо оплачиваемое. У кого-то, кстати, отыграется, что мужчина даже что-то свое начнет, придумает, разработает. Либо, знаете, как сам на себя начнет работать. Тут деньги хорошие будут зарабатывать. Этой киркой будет долбить камень, да, и оттуда будут монетки сыпаться. Но ему не деньги нужны. Если сейчас для него цель деньги, а любовь второстепенная, то буквально тут в течение пару недель, пару месяцев все меняется с точностью наоборот. Для него первостепенная будет любовь и отношения с вами, и уже дальше деньги, какие-то блага, какие-то перспективы. Переоценка ценностей произойдет, полярность поменяется. Вы его не узнаете, каким он станет, как он к вам повернется, как он к вам относиться станет. Даже как-то по-другому на вас смотреть будет. Не так, как сейчас. Абсолютно нет. Кстати, больше нежности он будет проявлять к вам. Любви, нежности, заботы больше будет проявлять. Мне вообще идет такая информация, что судьба посылает ему в жизнь такие испытания, чтобы у него наконец-таки глаза на вас открылись, чтобы наконец-таки он понял, кто с ним рядом есть, да, кто его любит, какую прекрасную встречу ему организовали высшие силы, с вами познакомили. Мужчина очень сильно поменяется. Если он так по-хорошему не понимает, знаете, слишком такой на своей волне, то судьба его проучит. Жестко, но проучит. Не критично, но чувствительно. Он очень поменяется. Так, еще я вижу какой-то испуг у вашего мужчины. От чего-то у него будет испуг. Не могу сказать конкретно, но это очень на него повлияет.
повлиять на его дальнейшие планы в жизни. Если сейчас он плывет по течению, знаете, такой, ну, есть плохое слово, но я не буду его произносить, ну, типа, знаете, куда выплыву, туда и выплыву, да, куда понесет, туда и приплывем, то в будущем он прямо за голову возьмется, он начнет думать, планировать, рассчитывать на дальнейшую перспективу. Да, у него даже какие-то мысли будут, у кого-то мысли будут куда-то съехать, переехать, может быть, жильем каким-то обзавестись. Такой, знаете, продуманный станет мужчина. Вот как будто бы судьба, да, Вселенная, высшие силы, как будто бы его так встрясут, очень хорошо потрясут, чтобы у него там в голове все извилины на правильные места встали, чтобы этот контакт произошел, да, и нейронные сети заработали. Очень сильно поменяется. Он как будто бы повзрослеет. Даже если сейчас он уже в возрасте, то есть не мальчик, но муж, там, может быть, он уже и дедушка в какой-то степени по возрасту, то, поверьте, девчонки, дури у него от этого не меньше. А вот, видите, проживет он эту ситуацию, пройдет через этот испуг, ой, и всю дурь как рукой снимет. Прям на глазах поумнеет. И более, знаете, станет такой респектабельный. Вы ему удивляться будете, вот как он поменялся, как с человеком за такой короткий промежуток времени произошла такая кардинальная перемена. Вот насколько он изменился, насколько он лучшим стал, вот лучшим, знаете, более каким-то удобным для вас. Возможно, вы мечтали, чтобы он поменялся, но вот чтобы настолько, даже в самых смелых мечтах вы своих не представляли. То, что между вами сейчас это все закончится, безвозвратно закончится. Ну вот эти качели, это напряжение, это недопонимание, опять же у кого-то расстояние, которое невозможно преодолеть, это все уйдет. Все уйдет. Он за вами, видите, бегает. Вы отвернулись, а он такие руки к вам тянет с какими-то подарками, не знаю, с цветами. И мосты вам будет предлагать. Ну, типа, давай мост построим вместе. Пусть это будет наш общий мост. Давай сойдемся, давай объединимся. У кого-то, кстати, вот давай начнем все сначала, если вы, например, в отношениях, ну, в брачных отношениях. Кто не в брачных, но 100% будет брак вам предлагать. Он видит будущее только с вами. Девчонки, я еще вам такой секретик расскажу. Если вы ему ответите согласием, вы ведь удачу ему приносите. Благодаря вам у него идет прям какой-то грандиозный прорыв. Вот по деньгам, по материальному, по каким-то достижениям, по каким-то приобретениям. Вы ему большую удачу принесете. А вот если вы ему откажете, то в жизни всего он будет добиваться с очень большим трудом. Знаете, придется там пахать, попу рвать, ну да, потихонечку идти к своим целям. А с вами ему все легко будет даваться. Вы, когда любите, вы приносите удачу тому, кого вы любите. Вот он тоже это начнет чувствовать, он начнет это понимать, да, сравнивать, да, как это было, как это происходит, когда вы вместе, как он себя чувствует, что происходит в его жизни, когда вы расходитесь, что происходит в его жизни. И прям своим умом дойдет, что вы приносите ему удачу. Я не могу сказать, простите вы его, пошлете вы его, я этого не вижу, да, все-таки мы смотрим на него. Но то, что он будет бегать за вами, знаете, как преданный песик, это точно. Будет еще вас добиваться и ухаживать, и уговаривать, и всячески перед вами, я не знаю, там, вытанцовывать, вальплясывать, лишь бы вы его назад к себе приняли. Знаете, как говорят, локоть близко, да не укусишь. Да? Свой шанс в свое время профукал, а потом будет стараться для того, чтобы вернуть вас обратно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.